Тем временем в Коми активизировались кибермошенники. Представляясь сотрудниками портала госуслуг, аферисты вынуждают жертву сообщить личные данные и код из СМС. Цель – получить личные сведения, чтобы оформить кредит, либо заключить ряд сделок от имени жертвы. Вот как чаще всего это происходит. Звонит девушкам, представляется сотрудницей службы поддержки госуслуг и сообщает, что личный кабинет атакуют мошенники. С вами связала наша роботизированная система касаемо вашей заявки по поводу удаления аккаунта на нашем портале. И подскажите, по какой причине вы решили удалить ваш аккаунт? Я ничего не удалял. Вы не подавали заявку на его удаление? Конечно, нет. В таком случае я могу это расценивать только как взлом вашего аккаунта на портале госуслуги. Взлом аккаунта – это, в первую очередь, дает мошенникам доступ к вашим персональным данным, такой как паспорт, МИЛС, ИНН. Также сведения касаемо движимого, недвижимого имущества, электронно-цифровая подпись. Поэтому сейчас мы с вами займемся этапом восстановления вашего аккаунта. Под предлогом спасения аккаунта мошенники вынуждают сообщить код из СМС. Он нужен для смены пароля от личного кабинета на госуслугах. Получив заветные цифры от владельца профиля, аферисты смогут войти в аккаунт и привязать к нему новый номер телефона. В Минцифры Коми пояснили, сотрудники госуслуг не звонят гражданам ни под каким предлогом. Запрашивать код из СМС могут только мошенники. В этом случае следует незамедлительно бить тревогу. Если запрошена смс, то по умолчанию система считает, что она запрошена вами, и вами же будут обеспечены те или иные юридические действия. Как только мы это видим, соответственно, нам надо сразу, без нашего ведома, нам сразу надо поднимать руку, кричать аларм, да, и принимать действия, звонить в службу техподдержки и всего остального. Не застрахован никто от того, чтобы случайно не воспринять информацию от мошенника, но стопом должно являться именно, что кто-то за меня или я кому-то доверяю свою учетную запись. Это должно быть сразу же останавливать человека. В Минцифры напоминают, при использовании любых электронных сервисов необходимо быть предельно внимательным, никому не сообщать личные данные, пароли от аккаунтов и коды из СМС. Предупредите своих родных и близких, особенно пожилых. Бабушкам, дедушкам рекомендую, во-первых, действительно воспользоваться помощью родственников. Если нет помощи родственников, сотрудники банков и сотрудники МФЦ также в состоянии рассказать и показать, каким образом они могут обезопасить свои действия. И если честно, да, в основном самый главный позыв и посыл – это не делиться персональными данными и не вестись на мошенников. В любом случае, как бы мы ни придумывали степени защиты определенной, все равно существуют таланты, в кавычках, да, мошенников, которые будут эти системы и схемы обходить и пытаться каким-то образом опять ввести в заблуждение. При малейшем подозрении о несанкционированных действиях с вашим аккаунтом на госуслугах следует незамедлительно звонить на горячую линию портала по номеру 8 800 170 10 с мобильных телефонов 115.